Я хотел бы, чтобы вы знали, что не было безымянных героев. Были люди, у каждого свое имя, свой облик, свои чаяния и надежды. И муки самого незаметного из них не меньше, чем муки того, чье имя войдет в историю. Продолжая эту мысль писателя-антифашиста Юлиуса Фучика, можно сказать, что не было и безымянных побед. У каждого сражения, будь то победа или поражение, есть имя и место в истории, и все они, по большому счету, в равной мере значимы, хотя бы потому, что даются они ценой человеческих жизней. В свое время военные действия под Владикавказом в 1942 году не получили должной оценки. Капризная историография послевоенных лет в угоду конъюнктуре каждый раз обходила стороной истинную значимость этого сражения, оказавшегося в итоге забытым. Но время само по себе способствует выявлению сущности вещей. Уходит второстепенное, в памяти остается главное. И на Волге, и на Днепре, и на берегах Терека сражались насмерть люди единой страны. В памяти о героях этой всенародной войны повсюду стоят многочисленные памятники. Много их и в небольшой Осетии, отдавшей за победу каждого второго из ушедших на фронт в те далекие годы. История войн не знает более крупного и более кровопролитного вооруженного столкновения, каким стала Великая Отечественная война. 1416 дней длилось это противостояние грандиозных масс людей, техники и материальных ресурсов. Такого размаха боевых действий еще не было в истории человечества. Мы победили в этой войне. Мы выдержали то, что казалось нельзя выдержать. Тем радостней была для нас победа, ценой каких бы мук и страданий она не досталась нам. Мы все-таки пришли туда, откуда нагрянула на нас беда. Именно сюда шел долгие 4 года наш солдат, оставляя на своем пути могилы павших друзей. Салюты в честь его побед раз за разом гремели в столице. Но среди праздничных огней и радости оставшихся в живых мы не забыли пережитого, потому что оно для нас и горе, и мудрость, и ключ к духовному возрождению. Тот самый длинный день в году с его безоблачной погодой нам выдал общую беду на всех, на все 4 года. Она такой вдавила след и стольких на земь положила, что 20 лет и 30 лет живым не верится, что живы. Эти оплавленные огнем часы навсегда зафиксировали конец мирной жизни. Константин Симонов в своем стихотворении передал настроение людей накануне войны, для которых она оказалась совсем не такой, как представлялось. Все знали, что война неизбежна, готовились к ней, но надеялись на благоприятный исход. К сожалению, те иллюзии предвоенных лет очень скоро пришлось оплачивать миллионами человеческих жизней. А пока 22 июня 1941 года фашистская армада обрушилась на нашу родину. Это 5,5 миллионов солдат, 4300 танков, 5000 самолетов, плюс военно-промышленный потенциал всей Европы. Гитлер с 1933 года не знал неудач. 2 года победоносной войны в Европе позволяли ему быть уверенным в успехе. К 1941 году Германия – это страна, в 4 недели победившая Францию, страна, захватившая 10 государств, страна, успешно сражавшаяся и в Норвегии, и в Ливии. Ей удалось завоевать огромные территории. Гитлер был уверен, что сможет беспрепятственно поработить и нашу страну. Он заявлял: в интересах управления покоренными народами на востоке империи главным принципом должно быть создание условий для того, чтобы держать население этих стран на, возможно, более низком культурном уровне. Главная миссия этих народов – обслуживать нас экономически.
Опьяненный успехом первых месяцев войны, Гитлер железной рукой гнал войска все дальше на восток. Планы создания Великого Рейха, новой расы, сверхлюдей и мечты об установлении господства в мировом масштабе с ликованием поддерживались большинством населения Германии. Вот уже и Борман, один из адептов нацизма, заявляет: «Нам было бы крайне выгодно добиться такого положения, при котором эти русские или так называемые украинцы и другие не размножались бы так быстро. Мы ведь собираемся через какое-то время заселить эту русскую землю немцами». На Нюрнбергском процессе, состоявшемся сразу после окончания войны, были обнародованы секретные планы нацистов по работе с населением оккупированных на востоке областей. В них предлагалось: есть много путей для подрыва биологической силы народа. Целью немецкой политики по отношению к населению на русской территории будет доведение рождаемости до самого низкого уровня. Средствами пропаганды, особенно через прессу, радио, кино, мы должны постоянно внушать населению мысль о том, что вредно иметь детей, следует всячески не допускать борьбы за снижение смертности младенцев, не разрешать обучение матерей уходу за детьми и профилактическим мерам против детских болезней, не оказывать поддержки детским садам и подобным учреждениям. Русские, цыгане, украинцы, поляки, евреи должны уничтожаться работой. Рейхсфюрер Гиммлер это подписал, а Гитлер продолжил эту чудовищную риторику. «Мы, — заявлял он, — варвары. Мы хотим быть варварами. Это почетное звание». Все последующие злодеяния нацистов реализовывались с холодной расчетливостью и в полном соответствии с призывами нацистских вождей. К концу 1941 года, несмотря на упорное сопротивление Красной Армии, враг завоевывал все новые и новые территории. Агрессору приходилось преодолевать мужество и отвагу советских солдат. К тому времени уже все в СССР понимали, что речь идет не просто об отражении агрессии, а о дальнейшем существовании страны. До осени 1942 года немецких войск не было на территории Осетии, но уже с первых дней войны ее посланцы воевали на всех фронтах, от севера до юга. Только в Сталинградской битве принимало участие 5000 ее сынов. За все время войны на фронт было направлено около 100 тысяч человек из Северной Осетии, то есть каждый четвертый ее житель. Если проследить ход крупных сражений на всем протяжении войны, то из подвигов наших земляков можно составить своеобразную летопись. Сражаясь далеко за пределами Осетии, они защищали страну как свой дом. Точно так же защищали их семьи, их братья по оружию со всей страны. Сегодня в Осетии трудно найти населенный пункт, где не было бы памятника погибшим воинам. На протяжении всех послевоенных лет реставрировались старые и устанавливались новые памятники. В год 60-летия Победы в столице Северной Осетии был открыт мемориал славы. Народ Осетии всегда будет гордиться тем, что в рядах советской армии выросло 90 генералов и 2 адмирала. Звание Героя Советского Союза удостоены 77 уроженцев Осетии. 11 человек стали почетными кавалерами Ордена Славы всех степеней. 44 наших земляка были представлены к высокому званию Героя, но по разным причинам не получили его. Осетия гордится своими героями и помнит о них. В плане Барбаросса ничего не говорилось о Кавказе. Однако быстрый захват обширных территорий на западе СССР подтолкнул Гитлера к мысли об установлении мирового господства. Одной из новых целей Германии, не обнародованных ранее, стало установление военно-политического контроля над Кавказом и Ближним Востоком. План операции под кодовым названием «Эдельвейс» в первую очередь предусматривал разгром наших войск под Ростовом и овладение Северным Кавказом. В дальнейшем планировалось обойти Кавказский хребет с флангов с одновременным преодолением его через горные перевалы. Германия рассчитывала на вступление в войну Турции с ее 26 дивизиями на южной границе. Немецкая группировка на Кавказском направлении вначале составила 167 тысяч человек, 1130 танков, 1000 самолетов.
В ходе операции количество солдат удвоилось и составило 400 тысяч. Для ведения боев в горных условиях были использованы специально подготовленные части, имеющие опыт боевых действий в Норвегии и на Балканах. Более того, в 30-е годы под видом туристов-спортсменов немцы составили подробнейшие планы Кавказского хребта. И, как ни странно, вспоминал генерал Тюленев, военные действия в горах показали, что мы не знаем, как следует главный Кавказский хребет. Нам пришлось изучать его по скудным описаниям и устаревшим картам. Такое положение сложилось от того, что у нас считалось, что горы сами по себе являются непреодолимой преградой. «Нам на Эльбрусах не воевать», — говорили некоторые военачальники. Поэтому перевалы и подступы к ним контролировались слабо, а в немногочисленных горнострелковых частях не проводилась специальная подготовка. Бойцы не имели военно-альпинистского снаряжения. Они носили обычные ботинки с обмотками, обычные шинели. У них было обычное стрелковое оружие, неэффективное в горных условиях. Теснимые противником, они попадали в лавины, гибли под камнепадами, срывались в пропасти с крутых склонов и проваливались в глубокие трещины на ледниках. Срочные меры, предпринятые командованием, несколько улучшили положение. Стало поступать горное снаряжение, ледорубы, веревки, палатки, спальные мешки, продовольствие. Стала проводиться ежедневная воздушная разведка перевалов и дорог, ведущих к ним. Были предприняты меры по обнаружению и ликвидации диверсионных групп, забрасываемых для подрывных действий, и агитации местного населения на борьбу против Красной армии. Для борьбы с такими формированиями привлекались специальные отряды и войска НКВД. Но все это было потом. А пока, выполняя план германского командования, горно-пехотный корпус под руководством генерала Конрада начал наносить удары по слабо защищенным перевалам. Продвижение немцев встречало героическое сопротивление отдельных наших отрядов. Не имея связи между собой и своими штабами, они действовали разрозненно, приспосабливаясь к конкретным условиям. Благодаря их героическим усилиям немцы были остановлены под Клухорским и Марухским перевалами. Однако, уверенно продвигаясь по горным тропам, прекрасно ориентируясь на местности по картам, немцы вышли к Эльбрусу. Отряд альпийских стрелков поднялся на вершину этой горы и установил там свои вымпелы. Все альпинисты были награждены крестами. Само восхождение военного значения не имело, но пропагандистский успех был налицо. Покоренный Эльбрус венчает конец павшего Кавказа, взахлеб писали немецкие газеты. Уже в феврале 1943 года по приказу командования фронта 3 группы наших альпинистов совершили зимнее восхождение. Они сняли фашистскую символику и установили на вершине Эльбруса флаг СССР. Еще осенью 1941 года, после провала планов молниеносной войны, Гитлер заявил, что до наступления зимы главным для вермахта является не захват Москвы, а владение нефтеносными районами Кавказа. Значение этого региона особенно возросло к середине 1942 года, когда военная экономика Германии стала испытывать большие затруднения. Для нашей страны потерять Кавказ значило лишить Красную армию, ее танки, самолеты, автомашины горючего. К тому времени Кавказ давал стране 87% нефти, 65% природного газа, 56% марганца, многие из цветных металлов. Кроме того, через порты Каспийского и Черного морей непрерывным потоком шли грузы. Все это было необходимо и Германии для продолжения затянувшейся войны. Именно этим можно объяснить заявление Гитлера в июне 1942 года о том, что если не удастся захватить нефть Майкопа, Грозного и Баку, то Германия должна будет прекратить войну.
Поэтому одновременно со сталинградским направлением значительно активизировались действия немцев на Кавказе. Наши войска оказывали упорное сопротивление отлаженной немецкой военной машине, но, несмотря на это, уже в августе 1942 года гитлеровцы захватили Краснодар, Армавир и Майкоп. Чтобы враг не мог воспользоваться нефтью Майкопа, были взорваны буровые вышки и другие сооружения, сожжены оставшиеся запасы нефти. Английский журналист Александр Верт писал: «Немецкие инженеры-нефтяники установили, что пройдет очень много времени, прежде чем Майкоп снова сможет давать нефть. Немцы быстро продвигались дальше на юг. Завязались тяжелые бои под Нальчиком и Моздоком. После захвата Пятигорска, Минвод, Прохладный, Ессентуков гитлеровцы окончательно уверовали в свою победу». Гитлеровцы очень рассчитывали на нелояльность кавказских народов к советской власти. Их усилия были направлены и на разжигание межнациональной и религиозной вражды. Народы Кавказа были едины с другими народами страны. 13 августа 1942 года во Владикавказе состоялся митинг представителей Дона, Кубани, Ставрополья, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Чечено-Ингушетии и Дагестана. Его участники приняли обращение ко всем народам Северного Кавказа. В нем прозвучали слова основоположника остинской литературы Костахи Тагурова: «Лучше умереть народом свободным, чем кровавым потом рабами деспоту служить». На другом митинге в своем обращении к народам Закавказья его участники заявили: «Мы превратим в неприступные рубежи каждую горную тропу, каждое ущелье, где врага будет подстерегать неминуемая смерть». Сейчас можно с полной уверенностью утверждать, что надежды гитлеровских идеологов не оправдались. В сентябре 1942 года Ставка Главного командования приняла важное решение об объединении Северокавказского и Закавказского фронтов. Объединенный фронт получил название «Закавказский». Армии нового фронта были усилены инженерными средствами, транспортом, в том числе и вьючным, средствами связи и горным снаряжением. Войска, получив подкрепление, существенно активизировали свои действия. Горные условия требовали от личного состава освоения специфических способов ведения боевых действий. Большую помощь войскам оказывало местное население. Были сформированы отряды народного ополчения, бойцы которых установили заградительные посты на всех перевалах и дорогах, взяли под охрану важнейшие объекты. В Северной Осетии такие отряды были созданы во всех районах. Тем временем враг рвался к грозненской нефти. Имея существенное преимущество в артиллерии и танках, немцы вышли к селению Ильхотово. С этого стратегического рубежа на границе Северной Осетии открывалась дорога на Владикавказ и Грозный. 100 дней длилась ожесточенная битва за Ильхотовские ворота. «Мы ведем борьбу за эти километры больше, чем за всю Францию. Русские стоят, как гранитные скалы проклятых Кавказских гор». Так описал это сражение в своем дневнике убитый немецкий офицер. Бойцы стрелковых дивизий и моряки, за плечами которых были Ржев, Вязьма, Волоколамск, сумели намертво закрыть Ильхотовские ворота, выполнив одними из первых приказ номер 227 «Ни шагу назад без приказа высшего командования». Почти все военные мемуары и исторические источники не обходятся без упоминаний этого знаменитого документа. При всей полярности оценок его содержания все сходятся в мысли о том, что он был актуален, что он стал серьезнейшим психологическим фактором для наших солдат. Как отмечали в своих сводках немцы, после выхода этого приказа на всех фронтах было резкое усиление сопротивления. После тяжелых боев у Ильхотовских ворот противник попытался вновь прорваться к Владикавказу, но уже со стороны Нальчика.
Немцам удалось в короткое время захватить Чекалу, Ардон и Алагир. Уже 1 ноября гитлеровская авиация подвергла массированной бомбардировке столицу Северной Осетии. На подступах к Владикавказу шли ожесточенные воздушные бои. Летчик Владимир Зангиев был в числе тех, кто вместе с ним защищал его родной край. В одном из боевых вылетов, прикрывая группу наших штурмовых самолетов, он вступил в схватку с немецкими ассами. Силы были неравными, но Зангиеву удалось сбить 2 истребителя. При очередной атаке его самолет загорелся от снаряда, попавшего в бензобак. Вспыхнул пожар. Сильно обожженный летчик не смог сбить пламя в пикирующем полете и выбросился из горящей кабины. Парашют тоже охватило пламя, и поэтому он не смягчил приземление. От удара о землю Зангиев получил переломы ног и потерял сознание. На окраине села Хаталдон его подобрали 2 осетинские женщины, учительница Фарус Басаева и Парика Датиева. Они спрятали летчика в своем доме и выхаживали его в течение 3 дней. К ним нагрянули немцы и стали пытать летчика, требуя назвать место расположения аэродрома, номер части, количество самолетов и другие военные секреты. Разъяренные его упорством, немцы привязали обессиленного летчика к хвосту лошади, выволокли из села и бросили умирать, едва засыпав землей. Вся семья, укрывавшая Зангиева, была тоже арестована. Через некоторое время летчика обнаружили и выходили наши военнопленные, заметив шевеление в глубокой яме. Потом у Владимира Зангиева начались мытарства по лагерям. В конце концов он попал в концлагерь города Славута. Там распространяли сыпной тиф, желудочно-кишечные заболевания. И люди истощенные, они вымирали. В течение дня там умирало столько, что вот эти команды, которые занимались выносом их, они не успевали их убирать. Меня привезли туда в первых числах декабря, и 23 мая я оттуда совершил побег. Рано утром разведка провела 5 человек военнопленных, бежавших с Славутского лагеря смерти. В этой 5 был и Зангиев Владимир Сосланович. Зангиев был весь обожженный, руки, лицо. Но несмотря на эту всю болезнь, он стал проситься, подошел ко мне и стал проситься на выполнение боевого задания. И когда уже немного окрепли здоровье, он выходил на подрыв эшелонов на станции Майдан-Галышев. Суровая партизанская жизнь разбередила его не вполне зажившие раны, и в 1944 году Владимира Зангиева отправили на Большую Землю. Все это время он мечтал о небе, писал многочисленные рапорты начальству. Вскоре ему разрешили вернуться в родную часть, и он вновь стал летать. Однажды, возвращаясь с боевого задания, он попал под зенитный обстрел. Осколок снаряда повредил мотор. Самолет стал терять высоту. С большим трудом Зангиеву удалось пересечь линию фронта и спланировать на хвойный лес. В очередной раз он чудом сумел спастись, но судьба уготовила ему новые испытания. Я был заместителем командира 9-ки парадной дивизии. И так я и тренировался. Ну а потом накануне парада приехал товарищ один, потребовал списки неблагонадежных, ему говорят, нет таких. Он говорит, как нет, а у вас же есть такие, которые в плену были. Завтра, значит, последняя генеральная репетиция. Так, и меня отстранили. И товарища не интересовало, кто из тех, кто был в плену, чем занимался. Если говорить о том, что попадались и такие плохие люди, правильно, были и такие, но хороших все же было больше. Больше было хороших людей, и поэтому они оказались сильнее. Все отдаленнее от нас становится то тяжелое время, но память о таких людях должна быть вечной. Куда б ни шел, ни ехал ты, но здесь остановись. Могиле этой дорогой всем сердцем поклонись. Кто б не был ты, рыбак, шахтер, ученый или пастух, навек запомни, здесь лежит
твой самый лучший друг. И для себя, и для меня он сделал все, что смог. Себя в бою не пожалел, но родину сберег. К моменту штурма Владикавказа в ноябре 1942 года немцы уже захватили 2/3 Северного Кавказа. На Сталинградском направлении группа армии «Б» вышла к Волге и перерезала путь кавказской нефти. К тому же стало ясно, что второй фронт союзники откроют не скоро. В районе Сталинграда и в предгорьях Кавказа, писала газета «Правда», идут невиданные по своим масштабам ожесточенные бои. На оккупированной части Осетии остались страшные следы тех боев. Это Ардон. Такая же картина была и в других населенных пунктах Осетии. Не менее 80% жилых домов и других строений были разрушены полностью. Народному хозяйству был нанесен непоправимый ущерб. Все надо было строить заново. Не жалея средств, не считаясь с потерями, враг упорно продвигался к главной цели – Владикавказу. Одно за другим были захвачены села Рассвет, Саниба и последний рубеж перед городом – селение Гизель. Над Владикавказом нависла смертельная угроза. Все как один поднялись на защиту города. В кратчайший срок были созданы 3 полка народного ополчения из добровольцев, способных держать оружие, а также истребительный батальон и отряды местной противовоздушной обороны. Были приняты срочные меры по эвакуации промышленности и мирного населения. Многие из оставшихся предприятий продолжали помогать фронту, выпуская оружие, боеприпасы, санитарные эшелоны и бронепоезда. Один из них был назван «Владикавказец». В строительстве оборонительных сооружений приняло участие 34 тысячи человек. Они построили 18 линий оборонительных рубежей. В местах возможных прорывов были установлены бетонные колпаки и построены доты. Сооружено 5 полевых аэродромов. В самом городе строились бомбоубежища и укрытия. В качестве огневых точек приспосабливались полуподвальные помещения, угловые дома на перекрестках основных улиц, канализационные люки, подземные хода сообщения. На улицах устанавливались противотанковые заграждения из колесных пар и трамвайных рельс. План превращения Владикавказа в город-крепость был предложен Комитету обороны города генералом Киселевым, командиром Орджоникидзевской дивизии войск НКВД. К началу боевых действий части этой дивизии вместе с саперными подразделениями и местным населением построили оборонительные сооружения по Владикавказскому обводу и военно-грузинской дороге. Саперы заложили тысячи противопехотных и противотанковых мин на горных и шоссейных дорогах, под опорами мостов, под рельсами, на берегах рек и оврагов, на лесных и горных тропах, словом, везде, где мог пройти враг. После 3-дневной артподготовки из дальнобойных орудий и непрерывных ударов авиации от Гизели начали наступление 2 танковые и 1 горно-стрелковая дивизии, а также особый полк «Бранденбург». Прорвав обвод Владикавказского фронта, они вклинились между армиями северной группировки. В результате этого маневра немцы оказались у самых стен города, где их встретили лишь бойцы дивизии НКВД и местное ополчение. Командир танкового корпуса генерал Маккензен писал в своем донесении: «Находящиеся перед фронтом корпуса силы противника можно считать уничтоженными. Остатки, отброшенные в горы, идут навстречу своей гибели». Во Владикавказ срочно прибыл командующий Закавказским фронтом генерал Тюленев. После перегруппировки войск и введения резервов противнику был нанесен чувствительный контрудар. В результате 60 танков были разбиты 16 нашими танками и расчетами бронебойщиков.
В эти же дни на земле Осетии сражалось два брата из Луганска – Дмитрий и Иван Остапенко. Сохранились воспоминания одного из них, Ивана Остапенко, снятые в 1967 году. Под 7-е сказали нам: рой-то окопы, бой тут будет хороший. Ну, мы, правда, вкопались как положено. Там же, на этом месте, понимаете, между Архонкой и Майрамадагом. Вкопались, а 7-го уже у нас самый настоящий бой был. Брат стоял с правой стороны, я с левой стороны. Я сбил 7 танков, а брат 13. И все, что больше можно сказать. После войны на рубеже обороны был установлен памятник защитникам Владикавказа, на котором есть надпись: «Здесь, на подступах к городу Орджоникидзе, Владикавказ, в ноябре 1942 года держали оборону против немецко-фашистских захватчиков 273-й стрелковый полк и 26-й краснознаменный пограничный полк Орджоникидзевской дивизии войск НКВД». 7 ноября с этого рубежа части Орджоникидзевской дивизии перешли в наступление, которое стало началом освобождения Кавказа от фашистских войск. Среди защитников города было много героев. Петр Барбашов и Петр Гужвин повторили подвиг Александра Матросова, летчик Василий Шамшурин – подвиг Николая Гастелло, курсант Аркадий Климашевский закрыл собой командира. В честь сибиряка Петра Барбашова под Владикавказом установлен монумент. Его именем названа одна из главных улиц и школа, сложена героическая песня. На родине героя его имя выбито на мраморе Новосибирской ГЭС. Его имя также носит школа и улица в Новосибирске. Остановленные упорным сопротивлением защитников города, немцы оказались в сложном положении. После фланговых ударов наших войск их группировка оказалась практически в окружении. Особо сложные бои завязались в районе Суарского ущелья и селения Майрамадак. Немцы неоднократно пытались пробиться на помощь своим частям и вывести их из окружения. Противостояли им морские пехотинцы и курсанты военных и морских училищ. Им приходилось отбивать мощные удары немцев из элитного полка «Бранденбург» и самим подниматься в атаку. Гитлеровцы бросали против них все новые и новые силы. На каждого обороняющегося приходилось порой до 10 немцев, но они не дрогнули. Как могли, им помогали старики и женщины из села Майрамадак, ухаживали за ранеными, подносили воду и продукты. Молодые воины смогли удержать свои позиции до подхода подкрепления и вместе с ним перейти в наступление. Сейчас, спустя много лет, как-то по-новому, с большей глубиной и пониманием осознается этот подвиг молодости и сильного духа. Благодаря этим ребятам и тысячам других защитников Владикавказа город со времени его основания так и остался непокоренным оплотом на южных рубежах нашей страны. Еще со времен Российской империи городу была предназначена связующая роль в отношениях с Кавказом и Ближним Востоком. Сначала крепость, а затем и город были названы Владикавказ. За его более чем 200-летнюю историю название менялось несколько раз. Но уже в 90-м году прошлого столетия город обрел свое первоначальное имя. Крепость Владикавказ возникла около села Дзауджикау после заключения договора о добровольном вхождении Осетии в состав российского государства. С тех пор Осетия ни разу не нарушила взятых на себя обязательств перед единоверной Россией. Владикавказ, благодаря поддержке сильной державы, очень быстро стал крупным стратегическим центром. В силу особенностей своего развития осетинский народ сумел сохранить воинский этический кодекс, который существовал еще в эпоху скифо-сармато-аланской цивилизации. Являясь потомками своих славных предков, осетины всегда ценили воинскую доблесть. Каждое поколение воспитывалось в духе преданности родине. В составе российской армии насчитывалось более 3500 офицеров, в том числе 24 генерала.
Среди выходцев из Осетии десятки кавалеров Георгиевского креста, герои Шипки, русско-японской и Первой мировой войн. Честь и славу Осетии составили прославленные воины русской армии Сазырыко Харанов, Хасбулат Есиев, Петр Геоев, Эльмурза Мистулов. Перечень фамилий достаточно обширен и уже в 20 веке был дополнен именами генералов-героев Исыплиева, Хаджи Умара Мамсурова, Георгия Хитагурова. Каждый из сражавшихся с врагом на территории Северной Осетии достойно защищал ее, как свою родину, порой ценой собственной жизни. За героизм, проявленный в боях на земле Осетии, героями Советского Союза стали 55 человек со всех концов страны. Память об ушедших всегда была святой в Осетии. В Великую Отечественную войну сотни семей потеряли 3 сыновей, 93 семьи остались без 4 сыновей, 36 семей не дождались 5 сыновей. Без 6 сыновей остались 7 семей, и, наконец, 2 семьи потеряли по 7 сыновей каждая. Обстановка под Владикавказом, где шли упорные бои, находилась под пристальным вниманием союзников. В своем ответном послании Черчиллю Сталин писал: «В последние дни удалось остановить продвижение немцев под Владикавказом и стабилизировать положение. Владикавказ в наших руках и, как мне кажется, останется у нас». 7 ноября, перейдя в контратаку, советские войска захватили Гизель, выбили немцев из села Нижняя Саниба и вышли на рубеж рек Феогдон и Майрамадак. В составе гвардейской стрелковой дивизии сражался рядовой Яков Шапошников. Он сумел подбить 2 танка, а затем умело заменил выбывшего из строя командира и уверенно руководил боем. Ночью сняли мины. 2-часовых сняли и ворвались ночью, как их не стояли, конечно, танки, автомашины, гранатами и 2 пулеметами ворвались, начали бить. Они просто из домов с крайних убегали. Вот моя рота первая ворвалась сюда. Мне вызывает так: товарищ Шапошников, в штаб явитесь. Уже мы в Гизеле, слушай, тут корреспонденты наехали, все, уже мы в Гизеле. Приехал корреспондент Закруткин, меня стали сымать, знаете, вот. А Закруткин еще написал, слушайте, в этой книге «Кавказские записки» Шапошников большой, широкоплечий, слушайте, никогда таким не был. О разгроме немецких войск под Владикавказом стало известно всему миру. Путь к кавказской нефти был надежно закрыт. Газеты писали тогда: Советский Союз добился коренного перелома в ходе войны. Войск в районе Владикавказа, город Орджоникидзе. Многодневные бои на подступах к Владикавказу, город Орджоникидзе, закончились поражением немцев. В этих боях нашими войсками разгромлены 13-я немецкая танковая дивизия, полк Бранденбург, 45-й велобатальон, 7-й саперный батальон, 525-й дивизион противотанковой обороны, батальон 1-й немецкой... Как выяснилось уже в наше время, официальные сводки о потерях противника были составлены по горячим следам и оказались заниженными. Это выглядит довольно странно, хотя бы потому, что победитель, как правило, преувеличивает свои успехи и занижает чужие. Тем не менее, анализ новых данных, в том числе и из немецких архивов, позволяет утверждать, что общие потери немцев составили около 30-40 тысяч человек убитыми и ранеными. Только такой серьезный урон мог заставить противника отказаться от продолжения плана Эдельвейс. Разгром и отступление немцев под Владикавказом в ходе Нальчикско-Орджоникидзевской оборонительной операции, по мнению военных специалистов, стоят в ряду основных событий, переломивших ход войны. Состоявшись накануне разгрома немцев под Сталинградом, битва за Владикавказ, к сожалению, по-прежнему остается в тени этого великого сражения. Перед войной во Владикавказе жила блаженная старица Анастасия.
Она обладала даром прорицания и прозорливости, говорила иносказаниями. На вопрос «Куда идешь, Анастасия?», она всегда отвечала: «Иду город охранять». Рассказывают, что перед смертью в 1932 году ходила она по городу и предупреждала всех о грядущей страшной войне. Тогда мало кто всерьез относился к ее словам, но уже во время войны в те дома, на которых она рисовала мелом крестики, стали приходить похоронки. Сама Анастасия была погребена на кладбище у Ильинской церкви. Сейчас там стоит часовня ее имени. В 1942 году на этом месте занимали боевую позицию солдаты-сибиряки. Как-то ночью им явилась Анастасия и сказала: «Враг не будет топтать мой прах, а вы все живы останетесь», и добавила: «Сегодня здесь, а завтра немца погоните». Подобное рассказывали и другие. После войны в город много раз приезжали те, уже бывшие фронтовики, чтобы поклониться блаженной старице, которая в их сознании, в сознании всех горожан, предстала охранительным символом Владикавказа. Блаженной молодая Анастасия стала, когда во Владикавказ впервые принесли моздокскую икону Божьей Матери. И есть поверье, что во время войны эту святыню провезли по воздуху вокруг города. Трудно сейчас представить такое в то атеистическое время, но говорят ведь, что и Москву охранили таким же способом в 1941 году. Разгром немцев под Владикавказом был первым значительным успехом Красной Армии после затяжной полосы неудач. От стен Владикавказа впервые началось отступление немцев на юге страны. В результате наступательных действий один за другим были освобождены Ордон, Алагир, Дигара, Чекала и Моздок. К началу января была освобождена вся территория Северной Осетии. События под Владикавказом постоянно были в поле зрения лидеров союзных стран – Черчилля, Рузвельта, Сталина. Под Владикавказом потерпели крах полководческие амбиции Гитлера, сдавшего после поражения руководство группой армии А генералу фон Клейсту. Под Владикавказом потерпел крах план Эдельвейс по захвату Кавказа, а также Ближнего и Среднего Востока. Было предотвращено вступление в войну Турции, накопившей на южной границе СССР 26 отборных дивизий. Английская «Таймс» писала тогда: «Советская мощная контратака, проведенная в районе Владикавказа, уже предвещала в дальнейшем крупные события». И эти события последовали незамедлительно. Немцы потерпели грандиозное поражение под Сталинградом. Естественно, этот масштабный успех Красной Армии затмил все остальные события, в том числе и битву за Владикавказ. Но в оценке героизма не бывает срока давности. Для ныне живущих этот эпизод, вся Великая Отечественная война – это не только фанфары, юбилейные салюты, но и скорбь потерь и память. Именно там, в прошлом, каким бы оно сейчас ни представлялось, заложен фундамент, наша духовная опора. Ищи всему свое начало, на глубине своей души. И что сегодня отзвучало, забыть на завтра не спеши. Без отчуждения и гнева переживи лихие дни, и для весеннего посева зерно и песню сохрани.